Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на каналах НВК Саха и Якутия-24. И прямо сейчас в прямом эфире начинается проект «Подворье». Для тех, кто, возможно, еще не знает о нас, рассказываю. Этот проект был придуман для того, чтобы мы с вами узнавали как можно больше о том, как правильно вести свое хозяйство на дачных участках, в частных домах. Итак, мой коллега Дмитрий Аргунов занимается строительством, благоустройством. Он на прошлой неделе что только не делал. На этой неделе мы с вами говорим о том, как правильно посадить деревья, растения, рассаду. В общем, мы вам в помощь. Дорогие друзья, если вы хотите стать участником этого проекта, обратитесь к нам. Вы видите обратную связь с нами, инстаграм-страница, WhatsApp номер. Пишите, звоните, и, возможно, вы станете участником нашего следующего эфира. Ну а сегодня я вновь посетила ботанический сад Северо-Восточного федерального университета неспроста, потому что сегодня мы поговорим о вот этой замечательной рассаде. Много кто занимается ей прямо сейчас на своих дачных участках, но советы никогда не бывают лишними. А сегодня советы у нас непростые. Знакомьтесь, сегодня со мной рядом директор ботанического сада Наталья Иванова. Здравствуйте, Наталья, доброе утро. Добрый день. Ну что, вот знаете, эксперт самый лучший, наверное, это тот человек, который живет этим всю жизнь, да, практически. У нас кандидат биологических наук, она знает о растениях все. Ну что, вот сегодня вроде бы примитивные, стандартные у нас, да, здесь цветы, овощи, рассада, да, но мы сегодня должны наших телезрителей удивить, потому что есть такие моменты, на которые многие не обращают внимания, а потом сетуют на то, что это вот неправильная была рассада, куплена не там, да не так, да. Ну, начнем давайте с овощей, да. Ну вот помидорки, наши дорогие любимые помидорки. Что нужно сделать для того, чтобы все-таки рассада, как выбрать ее? Лучшей, хорошей, и что нужно для того, чтобы все-таки помидорчики у нас были как можно больше, лучше, сочнее. Да, при выборе рассады, конечно, нужно обращать внимание на толщину вот этого ствола, особенно у томатов, он явно прослеживается. И их окраска должна быть темно-зеленая, без всяких пятен, без каких-либо таких вот сухостей и других вот таких вот посторонних. Она должна быть здоровая, зеленая, толстая, очень упитанная. Хорошо, когда есть очень большой стаканчик, в котором она сидит. Чем больше земли, значит, тем больше питания, тем больше получает растение, и в дальнейшем оно больше развивается. Вот. Ну вот к моменту высадки уже, как правило, наша рассада дает бутоны. Вот это бутончики. Да, уже, это уже бутончики, внимание, которые вот в скором времени дадут нам цветочки, из которых завяжутся там самые помидорки. А крайний срок посадки помидор? Ну, вообще в теплице можно сажать, конечно, пораньше. Если теплица очень теплая, хорошая, если она отапливается, то можно уже в мае спокойно сажать. А так вообще на улицу мы высаживаем не только овощи, но и цветы и прочие вот свои посадки мы высаживаем уже, когда минует угроза заморозков. Это, ну, в зависимости от прогноза погоды, тоже это где-то первые числа июня. Ну, то есть мы сейчас еще можем посадить помидорки, да? Сейчас самое время сажать как раз томаты, да. Самое время. Отлично. Ну вот, а так, в принципе, помидоры, рассада, она не привередлива, да? Ну, она достаточно, да, устойчива, достаточно спокойно ее можно легко выращивать. Единственное, что вот хочу сказать, что нужно соблюдать сроки посева. Это не только относительно томатов, но и других растений. Сроки посева не надо торопиться, стараться посеять их раньше, иначе рассада просто перерастет. Многие выращивают дома на окнах, конечно, досвечивают и все прочее. Сейчас есть такие возможности, многие вешают фитолампы, это видно, да, из окна. Но, тем не менее, растения, они начинают перерастать, они вытягиваются, они какие-то начинают цвести, и потом при высадке они начинают больше болеть. Вот. Поэтому так. Сроки посадки нужно соблюдать. Соблюдаем. Да, если это тепличные томаты, то их можно посадить пораньше. Они, как правило, более высокорослые раньше сеются. Если это уличные или универсальные какие-то сорта, их можно чуть попозже посадить. Вот. Но мы вообще высадку, посев рассады мы начинаем где-то в конце февраля, в зависимости от вида, от сорта растений, и потом постепенно до апреля сеем. Хорошо, Наталья, ну по помидоркам, а вот транспортировка та самая, знаете, все бегут, набирают, да, большие коробки везут. Можно ли как-то навредить вот рассаде так глобально или все-таки... Можно, если ее вести в открытом кузове. Нельзя? Не надо, да. Нужно постараться, чтобы транспортировочная вот эта наша коробка была выше. Чтобы постараться, чтобы она закрывала вот ящик. Бортики, да? Да, бортики, да. Нужно следить, чтобы стаканчик очень... Такие жаркие дни, особенно когда на улице стоят, она очень быстро пересыхает, и нужно, чтобы она была влажной. Тут возникает еще такой вопрос, когда мы в коробке покупаем картонные коробки, если мы поливаем картонные коробки, она разваливается, и она начинает оттуда вываливаться, что тоже очень плохо. Ну и транспортировка либо в закрытом кузове,
либо в салоне автомобиля. Все, хорошо. Так, с томатами мы разобрались, да? Ведь здесь у нас... Здесь у нас так стоят кабачки и баклажанчики. Что про кабачки? Про кабачки и про тыквы, про огурцы хочется сказать, что у них очень нежная корневая система, и она не любит, когда их травмируют. Поэтому нужно при пересадке вот из таких вот стаканов, нужно их очень аккуратно, бережно оттуда вынимать. Если это стаканчик какой-то такой пластиковый, то вытрясается. Хорошо, перед посадкой рассада вообще ком земли должен быть очень и очень влажный. Тогда она легче выходит из своего вот рассадного стаканчика. Да, то есть она не прям, надо трясти, да, сильно трясти не надо, ничего мять такого не надо, вот хорошо полить, и уже потом он потихонечку можно выйдет. А вот эти вот пластиковые, полиэтиленовые пакетики, мы их просто разрываем для того, чтобы не травмировать корни. Это самая наша такая цель, это нам нужно сохранить корни как можно таким больше в таком несохранном состоянии. Тогда меньше растение будет болеть, оно быстрее приживется. Огурчики, баклажаны. Так, огурчики, тыквы, кабачки мы выращиваем. Их можно даже посеять непосредственно в грунт. Либо в теплицу, в лунку, там 1-2 семечка положить можно, и потом убрать какое более слабое, оставить более сильное растение. А можно ли сказать, что, допустим, вот именно те плоды, которые будут после рассады, они отличаются либо в количеством, либо в качественном соотношении, нежели те, кто из семечка? Да, конечно же, эти будут чуть пораньше. Вот если посмотреть, то у нас уже здесь пазуха, мы видим бутончики. То есть они зацветут раньше, чем посеянные вот в грунт непосредственно. Если мы вот на этой неделе или на прошлой неделе посеяли, они будут немножко запаздывать. Но если мы бережно пересадим, то эти быстренько наберут рост и начнут расти. Крайний срок у них когда можно еще высаживать? Сейчас можно высаживать, Сейчас можно, да? Ну, есть люди, которые в июле сажают. Ну, в зависимости от своих возможностей, все же тоже исходят из этого. Но успеть можно? Успеть можно, да. Главное, хорошо обеспечить хороший полив. И после пересадки, если все-таки корни пострадали, рекомендуем сделать затенение растению, закрыть тканью какой-то или укрывным материалом каким-то, или коробочку сверху так вот поставить, да, чтобы немножко была тень, чтобы растение прижилось, адаптировалось, корешки начали работать, и тогда оно уже будет... Но вот эту ту самую тень лучше делать всегда или все-таки выборочно? То есть, если вы видите, что Если видите, что растение повяло, то лучше сделать, да. Лучше и вообще лучше посадки, конечно, делать не в жаркую солнечную погоду, а либо рано утром пораньше, либо вечером, либо в такой пасмурный день. Тогда будет успех. Так, с ними больше. все понятно. Теперь по нашей дорогой, любимой петунии. Всеми любимая петуния, которая везде много, да. Тут тоже у нее свои сроки посадки. Она вот это сейчас вот очень популярные крупноцветковые сорта, и они дают более кустистую такую массу, да, и большее количество цветков. И они такие яркие, насыщенные. Очень много сейчас сортов, очень много разных вариаций, и можно составить вообще, каждый год можно делать разные комбинации, и каждый раз это будет выглядеть по-разному. И не надо на нее так вот сильно получаться. Наталья, ну вот смотрите, почему ее так любят вот многие, да, значит, потому что она проста в уходе или за счет того, что она вот настолько яркая, или за счет того, что за ней вообще, посадил и забыл? Нет, посадил и забыл, это вообще не относительно растений, да. Такого, если вы просто посадите и уйдете, то ничего хорошего из этого не будет, да. Будет грустно, печально, очень даже плачевно. Поэтому уход нужен всегда и всем растениям. Чем лучше мы ухаживаем, тем растение лучше выглядит. С петунией как? Ее сложно на начальных этапах. Когда семечко посеяно, когда только появляются всходы, они очень нежные, маленькие, их нужно тут очень аккуратно поливать, с них просто холить, лелеять и заботиться. Потом, когда растение начинает набирать свою силу, оно уже становится более мощным, выносливым, и тогда уже вот. И к моменту высадки, как правило, вот в оптимальные сроки посеяны, в марте, да, она уже цветущая. А чтобы кустик был такой более кустистый, нужно, чтобы растения стояли на удалении друг от друга, чтобы они, если есть возможность, конечно, чтобы они постарались, не соприкасались друг с другом, тогда кустик будет формироваться равномерный такой, и красивый, да. Наталья, у меня возникает вопрос. Вот даже на улице города мы же видим, да, петуния растет. Где-то она прям так много-много ярких, красивых цветов, а где-то вот зелени больше, чем самих вот этих ярких пятнышек. Это все-таки зависит от ухода или от сорта, вот той самой петунии? А сорт, конечно, тоже большое значение имеет. Которую раньше петунию сажали, она немножко не такая. Вот эти вот новые современные сорта, они дают больше цветов, ярче, да, красивее получается. Но петуния очень отзывчива на уход. И любит, конечно, солнечное место, может расти в полутени, но на солнце ей будет лучше. И обильный полив. Да, полив. Обязательно обильный полив по мере просыхания почвы. Нельзя сказать, что там 2 раза в неделю поливать, этого достаточно
дальше нужно смотреть по мере высыхания почвы. Да, то есть нужно просто проверять, подходить, проверять. У всех почвы разные, структура Ну, она почвы любит разная. водичку. Да, водичку любит, конечно. Ну и все растения любят удобрения, особенно если декоративно цветущие, такие, которые должны дать, им нужно, конечно, хорошо подкармливать. То есть если мы еще подкормим, то тогда точно цветы Да, будут. да. Если вот имеете возможность, то, например, каждые 10-14 дней у себя на участке можно подкармливать. Чередуем минеральные и органические удобрения, и тогда они будут долго очень радовать нас своим пышным цветением. Что касается, вот у нас тоже любимица, да? Да, Всем бархатцы визуально очень узнают. неприхотливые растения, да, они очень быстро растут, дают разные цветочки у них тоже. Есть и высокие сорта, есть низкие, есть с крупными цветками, на есть, что надо да. Вообще, в принципе, это одно из самых простых растений для выращивания. Садится позже, чем петуния, сеется на рассаду. И вот они очень хорошо переносят пикировку. Пикировку мы делаем примерно, когда 2-3 настоящих листочка появляются, пикируем по стаканчикам, и потом уже вот они быстренько нарастают. Тоже питание нужно и удобрение. Очень хороши астрочки. Они начинают цвести где-то в середине лета. И тоже вот они продолжительное время тоже цветут. Есть низкие, есть высокие. И можно подобрать любое между ними сочетание. Это у нас все же однолетние, да? А это все однолетние. Да. Однолетки, да? То есть Да. посадили, на следующий год заново. Да, мы их осенью убираем, когда, обычно, когда заморозки уже побьют растения, растения начинают погибать, то тогда мы их убираем и готовимся к следующему году посадки. Так, ну что, в принципе, теорию мы узнали, теоретическую часть, да, мы теперь знаем, когда посадить, как поливать, чем удобрять. Но давайте покажем на деле, может быть, кому-то пригодятся и эти советы. Проходим на нашу так, импровизированную грядку, Да, на наш мы участок. Здесь Ну, что мы делаем сегодня показательную посадим? посадку. Давайте мы посадим, наверное, томаты и, наверное, какие-то цветочки. Цветочки, хорошо. Так, пройдемте вот сюда. Итак, При что посадке насчет- вообще, особенно под овощные культуры, мы в лунки добавляем перегной. Обычный наш перегной, который вот это 2-3-летний навоз, который постоял, он вот сейчас вот так вот выглядит. Так. Ну и сажаем по лункам. Обязательно нам нужно большое количество воды. Хорошо. Делаем лунку, углубление в почве. Ну, земля, прежде перед посадкой, она должна быть хорошо перекопана, очищена от сорняков. А после этого уже только можно приступать. Очень важно вот начальный этап подготовки убрать корневища от многолетних сорных растений, иначе они вот начнут дают, да? быстро развиваться, да, и займутся будут забивать растения и лишать их питания. Да. Просто обычным способом копается лунка. Лунку. Земля, видите, она желательно, чтобы она была вот такая вот слегка влажная. Может, не совсем мокрая, но более-менее влажная. Добавляем сюда мы перегной, ну, в зависимости от того, 2-3 горсточки. Когда-то можно побольше добавить, если есть возможность. Вот. Затем заливаем водой и ждем, пока она питается. Воды можно побольше добавлять, воды тут лишней никогда не будет. То есть переборщить с водой не Переборщить с получится? водой, да, это достаточно сложно в данном случае, особенно при посадке. Ну вот берем куст томата нашего и рекомендую я немножко его заглублять. У них вот здесь вот образуются тоже вот корни, по всему побегу могут образоваться корни. И чем больше корней, значит, тем больше питания. Нижние листочки, которые у нас будут закапываться, они уже начинают желтеть, как правило, к моменту высадки, потому что питания растению не хватает. Мы их отрезаем, да, и начинаем мы освобождаем стаканчик. У всех стаканчики разные, просто аккуратненько мы разрываем. Стараемся не травмировать, тоже не совсем получается. Вот так убираем отлично. лишнее. Да, вот вода у нас почти впиталась, мы здесь немножко тоже углубление можно сделать и располагаем томатик. Можно его расположить прямо, если он не очень высокий. И придавливаем хорошо, прямо не стесняясь, не скромничая, мы прямо его своим весом на него придавливаем. Для чего это делается? Чтобы вышел лишний воздух из почвы. Если корни окажутся в воздухе, то они просто погибнут. Небольшую лунку я тоже рекомендую сначала при посадке оставить, через которую можно будет поливать. Но если растение, оно переросшее, бывает такое, что они становятся большими, такие длинные повики, то можно их посадить под углом немножко. Так вот выкапываем такую большую, более длинную лунку. Тоже добавляем в нее перегноя. Также поливаем. И можно будет уже растение посадить немножко под наклоном. Корень будет чуть пониже, и макушка, она постепенно выйдет. И боковые корни, которые потом пойдут от побега. Ну, вот, к примеру, да, вот у нас ну вот, длинненький, да, по длине мы возьмем вот пакетик.
То есть это не страшно, да, если Это под не напором? страшно. Нет, растение все равно будет расти вверх в любом случае. Даже мы не дерево садим, оно будет такое более... И вот нижние мы тоже, да, будем? Да, мы обрезать нижние тоже сейчас? обрежем. То, что мы Желтенькие. будем закапывать, мы их все Ага. обрежем. Делать это можно ножницами, можно секатором, ну, либо просто аккуратненько общипывать. Да, да. Итак, вот он Вот у длинненький нас у нас. длинненький немножко. Мы вот помещаем корешок сюда. И вот само вот это вот. И аккуратненько, стараясь не сломать, просто аккуратненько вот здесь вот подсыпаем. Через несколько дней, это бывает очень длинный, поэтому это очень хорошо бывает. Через несколько дней он сам поднимется и вообще пойдет просто вот расти вверх. Ну и вот у нас получилось 2 кустика мы посадили. Вот такой лайфхак. Да? То есть у нас коротенький, который прямо посажен, а есть длинненький, который посажен под углом, но он вскоре станет... Да, он Таким вскоре же, будет, как да. этот. Только просто нужно вот немножко различать, ну, помнить, что мы посадили вот так вот. Да, И когда мы будем ухаживать, там, рыхлить почву, какие-то полоть сорняки, чтобы, ну, не повредить вот это вот сам Да. То есть побег оно основной. так и останется в этом направлении, правильно же? Здесь нельзя ничего не Ну, сломать, не да, корни, да, ничего. ну, аккуратненько просто обрабатывать, и этот вот постепенно начнет расти вверх. Так же, как вот обычно это. Хорошо, с помидорками мы... Понятно все. Так, теперь что у нас по цветочкам? Как их грамотно распределить? Ну, цветочки, конечно, мы когда... Если мы создаем какую-то монопосадку, одну клумбу из одной культуры, то тут все просто. Просто. Мы соблюдаем, да, обычно 20-25 сантиметров между растением делаем. Ну, конечно же, нужно смотреть от размеров растений. Если растение крупнее, то нужно ему побольше. Вот, например, у нас амаранты, он вырастает, если в высоту метр 20, то, конечно же, ему нужно для питания больше растений, больше места. И когда оно вырастет, оно будет создавать более такой больший эффект, Да, чем да. нежели оно будет вот так вот загущено, и они будут... Места да, нет. места мало, они будут развиваться не вширь, а будут просто тянуться вверх. Мгм. Поэтому нужно, для крупных растений мы оставляем даже до 50 сантиметров, может 50-70 сантиметров. Ну и в зависимости, конечно, от задумки, от идеи, которой мы хотим оформить клумбу. Да? Так, хорошо. А как нам вот комбинировать-то? Вот у нас же все-таки мы хотим-то добиться мы должны знать, эффекта. Да, мы должны знать, какие растения вообще вырастают во взрослом виде. Да? Если вот у нас сальвия синяя стоит, она вырастет примерно сантиметров 40 в высоту. Да? А вот эта вот сальвия красная, она будет сантиметров 30-35, например. Да. То, естественно, что мы вот эту синюю сальвию мы посадим на заднем фоне, чтобы перед ней была другая вот. Ну Понятно. и нужно, конечно же, как-то, может быть, подбирать по форме листьев, чтобы они как-то сочетались. Если у нас вот, например, ну это тоже, конечно, кому как нравится. Мгм. Если у нас вот бархатцы имеют вот такие резные листы, то они будут хорошо смотреться с какими-то такими растениями с похожими, да. А вот, например, петуния с альвием чем-то вот схожи, да, вот у них вот листочки По можно, вот, фактуре, да, по фактуре можно их посадить. Но вообще тут очень можно разных комбинаций придумывать. А вот Сколько однолетки, угодно. они вообще все друг с другом дружат? Они могут, да, расти, да. То Только есть главное, нет такого, нет, что прям не садить рядом, они никак не... нет, они не будут подружатся. враждовать так. Вот такого вот, явно такого я никогда не замечала и не встречала Мгм. вообще. А советы по посадке именно вот таких однолетних декоративных растений, есть ли какие-то нюансы, вот именно на что нужно обратить внимание? Да, если у нас большая площадь посадки, то мы вот прежде чем перекопать, мы распределяем перегной. Почему мы используем перегной, а не навоз? Потому что навозом можно сжечь растения. И еще в навозе содержится очень много листьев, семян сорных растений, да. И бывает, они прям начинают прорастать очень сильно, очень обильно. Чтобы этого избежать, мы вот используем уже перегной. То есть перегной распределили каким-то равномерным слоем, перекопали, и потом в лунку уже можно перегной не добавлять. Мгм. Ну, если есть возможность, можно, конечно, Можно и и добавить, в лунку, и да? другим способом. То да. есть участок мы добавили перегной, и потом грамотно распределили на Да, свой вкус да, вот ну, эту вот всю красоту. И по посадке все то же самое. Небольшая лунка, Небольшая лунка, мы в нее перегной. водичку, да, обязательно водичку, и потом посадили, хорошо придавили, опять утрамбовали своим весом, да, и уже потом опять хороший полив. Дальше полив в зависимости от влажности почвы. Мы проверяем, просто подходим, подкапываем 2-3 сантиметра вниз, смотрим. Вот. Так, а вот самые популярные однолетки в Якутии, вот если по нашему опыту, кто? Ну, петуния, да, наверное? Да, петунию мы, конечно, выращиваем вообще в самых каких-то гигантских таких масштабах.
Это самый популярный. Ну, она дает хорошую массу, хороший цвет, яркость она дает. Вот это вот, она за это ценится. Но есть такие гурманы, эстеты, которые требуют, чтобы у них было что-то новенькое. И да. И поэтому как-то что-то новенькое они вот выискивают, есть такие любители. Но сейчас, вот, допустим, телезрители будут смотреть и думать, успевают ли они еще закупить ту самую петунию, или же, вот, допустим, какие-то такие интересные варианты. Ассортимент да? рассады, Есть еще? конечно же, есть, да, можно еще Успеваете, успеть да? подобрать, да. Ну, надо смотреть, стараться, чтобы она была здоровая, не переросшая, и довести ее в целости, в сохранности. Вот так вот. Ну, давайте попробуем, у нас еще есть время, давайте посадим какой-нибудь красивый цветочек здесь. Ну, давайте, возьмем. что мы возьмем? Ну, давайте ту самую любимую петунию. Давайте вот из такого стаканчика теперь попробуем Давайте, пересадить. как правильно, Давайте, да? да. Я Хорошо. тоже его немножко сначала полью, пока мы готовим лунку, мы его польем, и он у нас впитается, постоит. Так. Ну, берем совочек опять наш. Возьмем перегной Перегной. поближе. Яичко. Яичко рядышком. Ну вот, сорняки, остатки Петуния все убираем. проще, да? Ну, в некотором плане, да. А вот скажите, пожалуйста, а можно так садить цветочки вот под углом? Под уклоном нет. Нет, Цветочки цветы не нет. пойдут. Видите, кустик уже такой кустистый сам по себе, и он должен расти все-таки вверх. Вверх. Да. Давайте также выкопаем нашу лунку. Подходящая по размеру лунка должна быть... Вот здесь у нас горшочек больше, значит, лунка должна быть хорошо. И мы должны растение посадить именно вровень, как оно росло вот в своем вот этом родном горшочке. Да, вот здесь вот у них переход от надземного побега к подземному вот корню, он четко прослеживается. И вот примерно так же его и нужно посадить на такую же глубину. Так, выкопали поглубже лунку, добавим перегноя. И давайте водички немножко. Водички подольем. Достаточно. Хорошо. Ну и начинаем потихонечку освобождать его из пакетика. Вот видите, он очень хорошо сам вышел. Да, потому что мокренький был. Да, мокренький был, да. Тут вот частично примыкает, частично нет. Располагаем его аккуратненько. Все. Ну вообще, конечно же, чтобы был такой большой эффект, такой, можно их в шахматном порядке садить. Тогда они будут, когда быстрее разрастутся и быстрее займут вот свое вот место. Свое место, Да, свое место. И также вот аккуратненько, хорошо мы их придавливаем. Да, и небольшую лунку можно оставить. Лунка оставляется для того, чтобы вот вода, которая вот поливочная вода, она не утекала. Если вы поливаете с лейки, а не со шланга, если есть ограничения по воде, то, конечно же, важно, что пока корни вот все здесь, можно здесь вот пока не так сильно поливать. А потом уже в дальнейшем уже, конечно же, нужен будет обильный полив, и нужно будет поливать всю площадь, потому что корни у растения хорошо расходятся в разные стороны. В сухую почву корни не пойдут, они там расти не будут. Все, отлично. Ну что, замечательные советы у нас, да, сегодня. А вот у меня такой вопрос. Мы сегодня говорим о однолетних, да, растениях. Да. А в условиях нашей Якутии возможно многолетки? Да, конечно же, у нас очень много, во флоре Якутии очень много декоративных многолетников. Очень можно использовать некоторые инорайонные, то есть не из Якутии растения, но которые могут быть у нас выращены. Мы их у себя испытываем, мы кое-что рекомендуем, мы создаем из них тоже декоративные посадки, ну и готовы вам кое-что показать тоже. Вот так вот. Так что, дорогие друзья, следим за нашими эфирами, потому что в ближайшее время, возможно, завтра или послезавтра, мы покажем вам и расскажем о том, как выращивать многолетние растения на территории нашей Якутии. Ну что, вот осталось буквально 3 минутки у нас, и я бы давайте еще раз, вот самое главное, резюмируем все. С овощами. Посев в срок, Посев в срок, ни в коем случае не загущать посадки. не загущаем посадки. Да, иначе они начнут появляться болезни, они начинают погибать, и лучше не стоит этого делать. Да. Посев в срок, пикируем в состоянии 2-3 настоящих листьев. То есть не вот эти вот семидольные, которые первые вот из семечки появляются, а вот именно вот уже такие вот это вот уже настоящие листья называются. Вот они. Вот эти. Да. Ага. Да. Так, по растениям выбираем. Выбираем здоровые, интенсивной зеленой окраски, без всяких повреждений. Да. Смотрим, чтобы влажные были, чтобы не засохли, чтобы транспортировать можно было в таких тоже в щадящих условиях, чтобы они максимально и как можно быстрее их посадить. При создании комбинации обращаем внимание на высоту растения. Самое главное на высоту растения, чтобы большие растения не загораживали низкие растения. А по цветам, по форме, по фактуре это уже кому как нравится. Тут уже такие широкие рекомендации.
сильно Ну выбрать. что, спасибо большое, Наталья. Замечательные советы. Мы не прощаемся. Мы благодарим вас за то, что принимаете нас у себя в ботаническом саду. Ну и, конечно, дорогие телезрители, если у вас есть вопросы к нашим экспертам, пишите нам, и мы обязательно свяжемся с ними и, возможно, свяжем вас или же ответ найдем уже сами и передадим вам. Все, что вас интересует по поводу рассады, нам обязательно помогут ответить на вопросы наши эксперты. Вот, например, директор ботанического сада. На этом наш эфир сегодня подходит к концу. Занимайтесь своими участками, садите, создавайте красоту. Ну и, конечно же, трудитесь над тем, чтобы у вас совсем скоро появились тыквы, кабачки, помидоры. Ну и мы будем рады, если вы отправите свой урожай, свои фото нам на инстаграм-страницу. До новых встреч. Увидимся завтра. Всего доброго. Bum 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 bum